Вы никогда не задумывались, от чего люди болеют? Я сейчас не имею в виду те общепринятые стандартные причины, типа попил холодной водички и застудил горло, или наступил в бассейне на грязный пол и заработал себе грибок стопы. Ведь кто-то же наступает и у кого-то не появляется, верно? Почему, например, у Светы на постоянной основе хронический цистит, а у Васи атопический дерматит? Почему некоторых женщин постоянно мучает молочница, а у других ее никогда не бывает, но зато стабильно при каждой простуде появляется герпес на губах? И многие из нас вроде бы 100 раз слышали фразу о том, что стресс очень сильно влияет на наше здоровье, однако легче от этого мало кому становится. Когда мы заболеваем, как правило, мы идем к врачу для того, чтобы нам поставили диагноз и выписали лекарства, и это все очень правильно и здорово, но только мало кто из нас догадывается о том, что корень всех заболеваний нужно искать совершенно в другом месте. И в каком именно, мы поговорим в этом видео. Всем привет! Меня зовут Карина Блинова, я телесно-ориентированный психолог. И в этом видео я хочу рассказать вам, как работает психосоматика, как устроен этот механизм и почему всем, кто хочет жить здоровой и счастливой жизнью, необходимо это знать. Многие люди говорят, что они не верят в психосоматику. И если вы один из этих людей, то я вас прекрасно понимаю, потому что когда-то я тоже в нее не верила. Но не верила я в нее ровно до того момента, когда лично на своей собственной шкуре столкнулась с такой ситуацией, когда классическая медицина мне не смогла помочь, и нужно было искать ответы совершенно в другом месте. Многие считают психосоматику чем-то странным, даже магическим и эзотерическим, хотя на самом деле это не что иное, как наша биология, физиология и законы, по которым действует наша собственная психика. Для меня сейчас фраза «я не верю в психосоматику» звучит приблизительно так же, как, например, «я не верю в закон земного притяжения». В прошлом у меня были огромные проблемы с ЖКТ, у меня был синдром раздраженного кишечника, загиб желчного пузыря, плюсом ко всему шли панические атаки и куча всего, с чем я никак не могла справиться, пока не обратилась к психосоматической медицине. И благодаря всем знаниям о психосоматике я смогла помочь себе и сейчас успешно работаю с людьми и помогаю им избавляться от диагнозов и симптомов. Не верят в психосоматику обычно те, кто не совсем знаком с устройством и механизмом нашей психики, с биологией и физиологией, и именно для этого мы здесь с вами и собрались. Что такое психосоматика, если разбирать ее на молекулы? Психо – душа, сома – тело. Психика и наше тело – это абсолютно две неделимые конструкции, которые сосуществуют исключительно в плотной связке. Мы с вами живем свою жизнь, с нами что-то происходит, мы проживаем какие-то ситуации, мы с кем-то иногда конфликтуем, чему-то радуемся, что-то делаем новое, и каждый раз при этом мы что-то чувствуем, верно? Например, подумайте сейчас про какого-нибудь человека, который вас жутко бесит и раздражает. Прям хорошенько представьте его себе и почувствуйте, что в этот момент будет происходить с вашим телом. Ваши ощущения неизбежно начнут меняться. Или если вы вспомните о том, чего вы очень сильно боитесь, вы тоже заметите изменения в вашем теле. У вас начнет быстрее биться сердце, вы начнете интенсивнее дышать, и в теле появятся неприятные ощущения. Вот это и есть психосоматика. На самом деле этот термин гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Как правило, психосоматику ассоциируют только с какими-то диагнозами и симптомами. На самом же деле психосоматика – это мы с вами. Это то, что происходит с нашим телом при взаимодействии с нашей окружающей средой. Это, в принципе, то, как реагирует наше тело на то, что происходит с нами в нашей жизни. А теперь давайте подробнее поговорим про то, как устроена наша нервная система. У нас есть центральная нервная система, это головной мозг и спинной мозг. Это такой, я бы назвала его генштаб, где принимаются основные решения касательно того, что вообще будет происходить с нами в нашем теле, с нашими органами и тканями. И уверяю вас, мозг никогда не пошлет сигналы в тело просто так безо всякой причины. Никогда в жизни у человека не появится какой-нибудь полип или онкология или вообще все что угодно, если мозг не примет это за самое важное решение в конкретной ситуации. Потому что мозг для этого слишком гениален и ленив. И на любое изменение в теле человека у мозга есть очень веская и серьезная причина. Откуда же эта причина берется? В нашей нервной системе есть очень важный отдел, который называется вегетативная нервная система. Вегетативная нервная система управляет всеми нашими органами и тканями и занимается перераспределением ресурса, если это необходимо, занимается починкой различных поломок в случае необходимости. И у этого управдома есть две кнопочки управления – симпатика и парасимпатика. Симпатика – это, скажем так, некая мобилизация, ускорение организма для того, чтобы мы лучше и эффективнее могли совершить какое-то движение. Давайте с вами представим сейчас, что нам нужно добежать до автобуса, и для этого у нас есть всего лишь 10 минут. Что начнет происходить с нами спустя какое-то время? У нас начнет учащаться сердцебиение,
пересохнет во рту, мы начнем глубже дышать, начинаем потеть. Почему же так происходит? Когда мы начинаем делать ускоренное движение, наш мозг подает сигналы в надпочечники и начинает вырабатываться адреналин. Для чего он нужен? Адреналин нужен мышцам для того, чтобы расщепить запас глюкозы и перевести его в движение. Норадреналин нужен для передачи импульса мышцам, которые будут помогать нашему телу нести нас к цели. Значит, нужно поставлять эти вещества в кровь гораздо быстрее. Симпатика за считанные секунды учащает сердцебиение и сужает сосуды, чтобы усилить ток крови. Чтобы кислорода было больше, расширяются бронхи и учащается дыхание. Химических реакций окисления, дающих мышцам энергию, становится гораздо больше, соответственно, эти продукты окисления нужно через тело выводить. Именно поэтому мы начинаем потеть и глубже и чаще дышать. А вот деятельность ЖКТ глазных яблок и других органов временно притормаживается, потому что на данный момент, в момент нашего быстрого движения, это не самое главное для достижения нашей цели. Гениально, правда? Природой все просто супер схвачено. Что с нами произойдет, когда мы добежим до автобуса и сядем на свое место? Мы успокоимся, и спустя какое-то время наше сердцебиение придет в норму, все будет хорошо, мы начнем спокойно дышать и будем продолжать дальше жить свою жизнь. И как раз в этот момент включается кнопочка парасимпатика, о которой я говорила ранее. Парасимпатика существует для того, чтобы восстанавливать прежнюю работу органов и восстанавливать прежний режим работы. Вернемся теперь к слову стресс. Что же такое стресс? Стресс – это на постоянной основе включенная кнопка симпатики. То есть мозг, включая кнопку симпатики, считает, что по каким-то причинам организму нужно быть более собранным, более мобилизованным и осуществлять более эффективные и качественные движения. Почему я использую слово «движение»? Дело в том, что со стрессом в нашей природе борются только посредством 3 волшебных реакций: бей, беги, замри. Присуща абсолютно всем живым существам на Земле, и человек не исключение. Но только если в дикой природе любая конфликтная ситуация будет разрешаться максимально быстро, ты либо убегаешь и прячешься в норку и спасаешь свою жизнь, либо ты нападаешь на врага и сжираешь его без малейшего причем чувства вины и стыда, то у человека все происходит немножко иначе. Человек не может расцарапать лицо своему начальнику, которого он ненавидит и с кем находится в плохих отношениях, просто потому что мы не звери, в конце концов. У нас есть социум, у нас есть правила и законы, которые запрещают так себя вести, слава богу. И, естественно, такие действия будут преследоваться законом. Но только стресс от этого никуда не девается. И самое важное, что надо понимать, что симпатика человека будет реагировать совершенно одинаково на угрозу реальную и угрозу воображаемую. Например, девушка Лена, которая приходит домой после тяжелого рабочего дня, после жестких отношений с начальником, который ее не уважает, ни во что ее не ставит, оскорбляет и так далее, симпатика этой девушки Лены будет реагировать на этого начальника даже тогда, когда она будет сидеть дома и пить чай, и думая об этом начальнике, процессы в ее теле будут запускаться. Это самое важное, что я бы хотела до вас донести, что наша нервная система реагирует совершенно одинаково на то, что происходит реально, и на то, что происходит в нашем воображении, в нашей фантазии. Иными словами, наша симпатика может реагировать на наши мысли. И в работе с клиентами, которые обращаются ко мне с различными телесными симптомами, в первую очередь мы как раз работаем с эмоциональным контекстом, то есть тем, что человек на эмоциональном уровне проживает в той или иной ситуации. А в зависимости от функции органа мозг будет направлять сигнал в тело в тот или иной участок именно для того, чтобы человек лучше справлялся с конфликтом. В психосоматике по большому счету нету такого понятия, как нарушение. Есть понятие адаптация, то есть наш организм, по сути, адаптируется к тому, что происходит с нами в нашей жизни. И зная, как это работает, вы сможете гораздо более эффективно осуществлять то лечение, которое вам назначает лечащий врач, и устранять не только симптомы, но и саму причину. Как влияет стресс на работу ЖКТ, я обязательно расскажу в следующем видео. Обязательно его посмотрите, и я надеюсь, что многие, кто страдает этой проблемой, найдут ответы на свои вопросы. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк данному видео, пишите свои вопросы в комментариях. У меня также есть телеграм-канал, где я делюсь полезной информацией, и сайт, где вы сможете записаться на онлайн или очную консультацию в Москве, если вам вдруг понадобится психологическая помощь. С вами была Карина Блинова. Берегите себя, свои чувства и будьте здоровы!